Вы смотрите «Детали. Актуальные». Здравствуйте. В Коми 6 марта стартовал региональный конкурс команды Республики Коми на включение в резерв управленческих кадров республики. Проще говоря, победив в этом конкурсе, вы можете претендовать на государственную должность. Как сказано в положении о конкурсе, к участию приглашаются высококвалифицированные специалисты, имеющие активную гражданскую позицию, желающие занять руководящие должности в органах власти и участвовать в решении задач развития Республики Коми. И в качестве демонстрации возможностей победителей этого конкурса наш сюжет. Команда Республики Коми объявляет очередной набор резервистов. Грамотные управленцы получили отличную возможность заявить о себе на самом высоком уровне. Проект реализуется в республике с 2008 года. За это время 258 человек, победителей конкурса, вошли в кадровый резерв. И многие из них стали востребованы на государственной службе. Член Совета Федерации Дмитрий Шатохин, директор финно-угорского этнопарка Елена Иванова, замминистра ЖКХ Анна Тюрнина и другие. Началось все это с того, что почувствовала, что имею силы, навыки, квалификацию для того, чтобы решать стоящие задачи уже на другом уровне и приносить больший, может быть, полезный эффект для региона. Анна Тюрнина дважды участвовала в конкурсах, проходила испытания и зачислялась в кадровый резерв управленцев. Затем обучение, тренинги и практика. Каждому резервисту давали возможность участвовать в деятельности органов государственной власти, высказывать свои предложения, продвигать проекты. Непосредственно, когда я находилась в резерве, считала очень продуктивным для себя это время. Потому что, во-первых, та среда, та атмосфера, в которой мне удалось оказаться благодаря нахождению в резерве, она, конечно, способствовала возникновению других мировоззренческих установок и несомненно, повлияло на меня. Но круг общения – это очень важно. Да? Но кроме этого, очень интересные были тренинги, которые непосредственно осуществлялись в рамках подготовки резерва управленческих кадров с нами, как с резервистами. И, конечно же, они большое значение на меня оказали. Прошлый конкурс на включение в резерв управленческих кадров проводился в 2015 году. Тогда свои заявки направили 333 претендента. Лишь 71 из них прошел через сито отбора. И почти каждый второй был назначен на должность в течение 3 последующих лет. Ну а в этом году ожидается еще более серьезный конкурс. С теми управленцами, кто попадет в кадровый резерв, будут работать опытные наставники. Действительно, человек должен стремиться, узнавать, хватать на лету, стараться сделать все, чтобы его работа была как можно более полезной, не стесняться привносить что-то новое и делать все для того, чтобы действительно понять, правильно ты ли выбрал направление, или тебе что-то стоит поискать, может быть, другое, или, возможно, ты, наоборот, поймешь, что это твое, и ты станешь самым лучшим в этом направлении. То есть надо становиться самым лучшим. Впрочем, для некоторых управленцев нахождение в резерве может стать очередной ступенькой для карьерного роста. Именно таких кандидатов рассматривают при формировании основного резерва управленческих кадров, скамейки запасных для замещения должностей уже на самом высшем федеральном уровне. Сегодня в нашей студии консультант-эксперт отдела кадровой безопасности администрации главы Коми и секретарь комиссии по формированию резерва управленческих кадров республики в одном лице Ксения Голышева и начальник отдела Центра обеспечения деятельности администрации главы республики Коми, резервист 15-18 годов Дмитрий Ильин. Уважаемые гости, здравствуйте. Добрый день. Ну вот вкратце в нашем сюжете мы обозначили, как работает процесс, немножко как работает процесс и каковы его результаты. Но вот сейчас главный вопрос. Расскажите о том, для чего работает этот проект и где можно узнать подробнее о нем. Наш конкурс уже проходит в 5-й раз. Резерв набирался в 2008, 2009, 2012, 2015, ну и, соответственно, в 2019 годах. Значит, конкурс проводит комиссия по формированию резерва управленческих кадров. Конкурс проводится для пополнения резерва высококвалифицированными специалистами, которые имеют активную гражданскую позицию, которые имеют определенные профессиональные личностные компетенции, которые готовы участвовать в жизни республики, которые готовы работать на благо республики.
Мгм. Хорошо, Дмитрий Игоревич, вот мы сейчас все позиции эти услышали. Зачем вы участвовали в конкурсе, поскольку, насколько нам известно, вы уже до конкурса были, ну, скажем так, довольно-таки успешным человеком в бизнесе нашей республики? Чего вам не хватало в жизни? Ну, в тот момент, да, в 2015 году, когда прочитал объявление о конкурсе, принял для себя решение в первую очередь проверить свои силы, сравнить себя уже с другими успешными управленцами Республики Коми, да, потому что достаточно серьезный отбор и конкурсные испытания. Ну и на тот момент во мне уже настало желание что-то сделать полезное для Республики Коми и приложить к этому свою руку, свои усилия. Угу. В таком случае, пока с вами понятно, миссия очень почетная, скажем так, вы себе избрали. Ксения Сергеевна, снова к вам. В какой срок подаются документы и проводится отбор, чтобы вот, как Дмитрий Игоревич, все успеть нашим будущим резервистам? Да, конкурс проводится, отбор проводится с 6 марта по 29 марта. Сам конкурс мы планируем завершить до 31 мая. Конкурс состоит из 3 этапов. Соответственно, на каждый этап будут свои сроки, которые прописаны у нас в методике проведения конкурса на включение в резерв. Методика самая большая, она утомительная по прочтению или там все понятно? Там все понятно. Хорошо. Что нужно для того, чтобы стать резервистом? Мы сейчас говорим о личностных и профессиональных качествах. Конкурс на включение в резерв проходит в несколько этапов. На первом этапе, вот как раз который проходит сейчас, с 6 марта по 29 марта, мы отбираем конкурсантов по формальным признакам. То есть в документах должно быть прописано, что у человека есть, что человек гражданин России, что у него отсутствует судимость, что у него высшее образование не ниже уровня специалитета либо магистратуры и практический опыт управленческой деятельности. То есть этими формальными признаками должен обладать кандидат для того, чтобы комиссия по формированию резерва 2 апреля пропустила его дальше во второй этап конкурса. Возрастные критерии. Возрастной критерий у нас тоже присутствует, 25-50 лет. Гендерный, я надеюсь, отсутствует. Отсутствует, да. Это самое главное. Дмитрий Игоревич, скажите, чтобы рассказать нашим зрителям, потенциальным резервистам, не напугать, а наоборот мотивировать их, сложно было проходить отборные процедуры? Ну, помимо отсутствия судимости и возрастных критериев таких очевидных. Ну, в этом плане я бы сказал, что ничего сверхъестественного на конкурсных испытаниях не было. Да? Это тесты на интеллект, тесты на общие знания, тесты на эрудицию. А самое главное при прохождении этих тестов не нервничать и правильно спланировать свое время для прохождения тестов. Потому что тесты будут порядка 3-4 часов проводиться, поэтому запастись терпением, запастись уверенностью, и все знания, которые есть у конкурсантов, они в любом случае выложатся в результаты теста. Но ничего сложного, повторюсь, нет, не надо быть доктором экономических, юридических наук, чтобы их пройти. То есть общеобразовательные какие-то вещи? Общеобразовательные, да, но их немного, потому что в любом случае конкурс управленческих кадров и смотрятся компетенции именно управленческие, принятие решения, социальной мотивации, наставничество, да, какие-то элементы. Ну, это все в формате тестов проверяется. Угу. Ксения Сергеевна, вы отметили, что потенциальный резервист обязательно должен иметь опыт управленческой деятельности. Как мы с вами прекрасно знаем, понимаем, молодые люди, получив высшее образование, порой с трудом находят работу, в принципе, не говоря уже о вступлении в какую-то руководящую должность. Можно какие-то исключения? Или хотя бы какой уровень управленческой деятельности должен наличествовать у человека? Практический опыт управленческой деятельности подразумевает не только трудовую деятельность, но и на руководящих должностях, но и опыт работы в общественных, например, организациях, на общественных началах. Например, это там какие-то некоммерческие организации, это может быть опыт в партийной системе. То есть этот опыт просто кандидат, который решил участвовать в конкурсе, подтверждает записью в анкете, которую он заполняет. Там есть отдельная графа для... То есть там не должно быть написано «директор» обязательно? Нет, не обязательно.
Это хорошо. Мы сегодня будем говорить с успешными представителями кадрового резерва, не только с вами, Дмитрий Игоревич, с нами, вот, в частности, сейчас на связи из Усть-Вымского района. А еще один победитель кадрового резерва конкурса, а ныне директор автономной некоммерческой организации Межрайонного центра «Доброта» Татьяна Дробот. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы сегодня рассказываем потенциальным резервистам о всех преимуществах участия в этом конкурсе. Скажите, пожалуйста, каким стал опыт кадрового резерва в вашей практике? Тот полученный объем знаний сегодня помогает мне в принятии эффективных управленческих решений, работе в команде. Сегодня без слаженной команды профессионалов невозможно осуществлять профессиональную деятельность, независимо в какой вы отрасли работаете. А самое главное, за 3 года учебы я познакомилась с очень интересными людьми Республики Коми. Почти каждый состоялся как государственный менеджер на разных позициях. И вот мы дружим, мы помогаем сегодня друг другу в профессиональной деятельности. А самое главное, тот объем знаний, который мы получили, помогает сегодня нам в работе на благо жителей Республики Коми. Как здорово. Скажите, а вот по вашим ощущениям, сложно было вот лично вам попасть в кадровый резерв? Вы знаете, не сложно. Наверное, скажу неправду, если не сложно. Но я подала документы по почте почти в последний день отправила, да? Готовилась к тестированию, готовилась к написанию эссе, готовилась к собеседованию. Но успешно прошла все эти испытания. И вот на основании вот этих процедур отбора мне был подготовлен индивидуальный учебный план. Здорово. За что спасибо, да, Управлению государственной гражданской службы. Завершив закончив который, вы теперь занимаетесь новой работой. Да, я занимаюсь работой, но можно сказать не новой. Я также работала в социальной сфере, работала в Центре социальной защиты населения Усть-Вымского района, после чего мне было предложено возглавить автономную некоммерческую организацию. Мы сегодня осуществляем деятельность по предоставлению социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Усть-Вымском и Кудровском районе. Да, это большая и очень нужная работа. Спасибо вам за то, что уделили нам время, и удачи вам в продолжении своей деятельности в социальной сфере. Мы вернемся к вопросу включение в кадровый резерв. Мы говорили о том, что существует анкета довольно-таки обширная, да? С множеством пунктов. Какие вопросы в ней есть? В этом году у нас есть небольшое новшество. Кандидат, который решил проучаствовать в конкурсе для включения в резерв управленческих кадров, для того, чтобы точно понять, подходит он или не подходит по формальным признакам, он может на сайте Управления государственной гражданской службы пройти онлайн-анкету. Там простые вопросы, на которые, когда отвечает человек, если он успешно отвечает, он переходит в список документов, которые необходимо заполнить. И там, соответственно, уже у него есть 2 документа. Это заявление, где он выбирает должности, на которые он хочет включиться в резерв. И, соответственно, большая анкета. Анкета сложного ничего не представляет. Там обычные позиции по, может быть, трудовой деятельности, проектной деятельности, каких-то дополнительной информации о себе, потому что у людей, которые обладают управленческим опытом, есть очень много, что они могут сказать, и поэтому там есть возможность все это расписать, для того, чтобы члены комиссии по формированию резерва узнали больше о кандидате для включения в резерв. Для наглядности мы прямо сейчас сможем с вами пройти онлайн-анкету. Превосходно, давайте. Ваше гражданство. Российская Федерация. Ваш возраст от 25 до 50 лет. До 50. Да. Да. Ваше образование. Полное и высшее. Высшее, не ниже уровня специалитета. Тогда еще не было бакалавриатов и магистратуры. Ваш практический опыт управленческой деятельности. 11 лет. 11 лет, соответственно, более 3. Наличие непогашенной судимости не имеется. Далее 2 вопроса. Чем заинтересовал вас конкурс? Ну, здесь разные варианты могут быть ответа, понятно, да, по формальным признакам. Адрес электронной почты. Это тоже по желанию. Ну и, соответственно,
вы видите, что вы соответствуете формальным признакам на участие в конкурсе, можете подать документы. Хорошо. В том случае, если кандидат успешно отвечает на вопросы этой анкеты и переходит на следующий этапы, какие документы ему необходимо предоставить в дальнейшем? Вот мы сейчас как раз сказали об онлайн-анкете, и, соответственно, он получает документы, это заявление и анкета большая, письменная, которую нужно заполнить, и справка об отсутствии судимости. 3 документа он должен предоставить в комиссию по формированию резерва. Никаких кадров, трудовых книжек? Анкета должна быть заверена в кадровой службе. Если она не заверена, то, соответственно, он должен предоставить и копию паспорта, и трудовой книжки. Дальше. Конкурсные процедуры. Вот он все предоставил. Идет собеседование в первую очередь. Нет, в первую очередь у нас идет тестирование. Тестирование. Второй этап – это тестирование на определение интеллектуальных особенностей, общей осведомленности и эрудиции, на оценку управленческих компетенций. То есть это большое тестирование, займет примерно около 3 часов. Это сколько там позиций? Ну, мы должны многогранно исследовать кандидата для включения в резерв. Ну, даже в среднем, если 30 секунд на один вопрос, то можно посчитать. Ну, короче, много позиций, судя по всему. Много позиций, да. Потом, дальше, хорошо, 3 часа прошло. 3 часа прошло, потом комиссия по формированию резерва, группа по отбору кандидатов, созданная комиссией, она оценивает результаты всех кандидатов, прошедших тестирование, и составляет первичный рейтинг кандидатов, которые предоставляются в комиссию. Далее комиссия по формированию резерва принимает решение о тех, кто проходит дальше на собеседование. Собеседование. Что представляет из себя собеседование? Собеседование. 3-й этап, он включает в себя личностно-профессиональное, это глубинное интервью, и самопрезентацию. Самопрезентация, как мы знаем, бывает разная. Она в университете бывает, в школе бывает. Да. Рассказать стихотворение или спеть песню. Нужно да? будет рассказать о себе в самопрезентации, почему человек решил занять должность, руководящую должность в системе государственного муниципального управления, почему он управленец. Угу. В случае успешного проведения самопрезентации происходит что? Самопрезентация и собеседование проходят вместе. Это как считается как одним этапом. Ну и по заключению, то есть всех собеседований, всех кандидатов, которые прошли собеседование, опять же, комиссия по формированию резерва принимает решение о победителях конкурса. Угу. А все эти проекты, это уже потом? Это уже потом. Сейчас у нас только конкурсные процедуры. Все, теперь непонятно. Вот о проектах мы поговорим чуть позже, потому что прямо сейчас мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. На телеканале «Юрган» продолжаются детали. Актуальны они у нас всегда по вторникам. Сегодня мы говорим о уже стартовавшем региональном конкурсе команды Республики Коми. Она подразумевает под собой включение в резерв управленческих кадров республики. В общем, если вы хотите работать в одном из министерств или ведомств, вам непременно стоит участвовать в нем. Мы закончили на той процедуре, когда человек уже попадает в кадровый резерв, он его полноправный участник, и ему поручается... или, вернее, предоставляется возможность показать себя в полной мере, реализовав какие-либо проекты. Дмитрий Игоревич, вот расскажите, что это за проекты, в какой форме происходит обучение и защита своего статуса? В начале проекта резерва, управленческих кадров, сейчас это команда Республики Коми, то есть каждый кандидат, каждый резервист составляет план своего индивидуального развития, где планирует по периодам, где он хотел бы реализоваться, но со стороны управления гражданской службы очень много проходит мероприятий для возможности заявить о себе, для повышения своих навыков. То есть, вот, к примеру, мы за 3 года с 2015 по 2018 года прошли целую программу тренингов, это по мотивации, по наставничеству, по социальному интеллекту, по навыкам публичных выступлений, по каким-то управленческим компетенциям, изучили стратегии развития России, Республики Коми, вплоть до даже разрабатывали стратегии некоторых муниципальных образований, форсайт-сессию приняли участие по разработке. И в рамках вот этого 3-летнего цикла каждый резервист готовил свой проект. У меня был проект по развитию муниципального образования на базе агропромышленного парка. Но, честно скажу, он больше был такой теоретический, потому что я на тот момент работал в коммерции, и реализовать на практике у меня просто не было возможности. Если
какие-то моменты взяли на вооружение там наше министерство, то, в принципе, я рад, да. Потом, после защиты проекта, у меня спрашивали, да, и мнение, и спрашивали какие-то результаты. И всегда с удовольствием делился, да, давал информацию, которая была у меня на тот момент. Но, опять же, повторюсь, в силу того, что я не был в системе, у меня проект носил больше такой теоретического характера, расчетного. Но этого оказалось достаточно для успешного завершения проекта. Ну, я бы не сказал, что проект завершен. Я бы сказал, что я разработал проект, который, в принципе, можно реализовать в любой момент. Если Республика Коми говорит, давай, реализуй, я с удовольствием займусь этим проектом. Потом важно, да, еще бы хотел отметить, что когда планировались тренинги, да, для резервистов, то есть не было четкого календаря жесткого. То есть всегда был выбор у резервиста, да, подстроить свое расписание, подстроить свой календарь под удобное время прохождения тренинга. Да, то есть такой обязательный, прям жесткого такого, все, 25-го вы идете на тренинг, и никого не волнует, чтобы были, не будете там. Ну, то есть трудовой деятельности основной это не мешало? Не мешало, всегда можно спланировать свое время, да, или взять, подстроиться под отпуск или еще что-то, или выходные дни, да, тоже мы в субботу очень часто проходили тренинги, поэтому без ущерба для основного места работы. Здорово. Мы продолжаем вас, уважаемые зрители и потенциальные участники кадрового резерва, знакомить вас с успешными резервистами, нашими действующими резервистами республики. И с нами на связи заместитель начальника управления образованием Ухты Наталья Короткова. Наталья Юрьевна, я вас приветствую. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада возможности общения сегодня с вами. Но что такое программа резерва? Для меня все-таки это стратегически и тактически правильно выстроенное мероприятие. Я понимаю, кто прошел. Это люди с развитыми профессиональными, личностными компетенциями, в которых мы, собственно, учились друг у друга. Это очень важный момент, на который я обращаю внимание. Еще немаловажным фактором для меня, как для резервиста, является, наверное, прежде всего тот момент, что менеджер — это сегодня не просто управленец, а это тот тьютер, который ведет за собой людей, получив определенные навыки собственного развития, личностного, профессионального, и делится этим со своими подчиненными. Я сегодня имею возможность обучать наших руководителей образовательных организаций. За последний год мы обучили 8 групп руководителей по различным программам, именно по тем программам, по которым я сама лично прошла обучение в рамках резерва управленческих кадров. Для нас это важно. И хочу дать совет будущим резервистам, чтобы более активно все-таки включались в инициацию проектов, разработку, защиту проектов. Здорово. Спасибо большое. Еще я более чем уверен, судя по вашей речи и речи резервистов, которые сегодня участвовали в нашем эфире, что тренинги публичных выступлений тоже были однозначно в программе, да, вашего обучения, потому что речь поставлена у всех. Да, если позволите, я очень хотела бы сказать сегодня слова благодарности всем нашим педагогам и очень главную мысль донести, что если вы сегодня стоите на распутье, прийти в эту программу, обучаться по ней или нет, то вы должны сделать единственно правильный выбор. Если вы хотите быть успешным человеком и создать ситуацию успеха для своих коллег, эта программа для вас однозначно. Спасибо всем огромное. Спасибо вам, замечательные слова. Но все-таки вернемся, давайте, к сути человека, вернее, к тяге его к самореализации и успешности, как правильно отметил только что наш собеседник. Что получает человек, победив в кадровом резерве? Какие бонусы жизненные? Для победителей конкурса будет организована программа подготовки, предусматривающая различные мероприятия в рамках профессионального развития, а также будет налажено взаимодействие с наставниками. Это будут топ-менеджеры организаций и предприятий республики. Резервисты получат возможность познакомиться с историями успеха авторитетных, эффективных управленцев. Наставники же смогут привлечь конкурсантов к реализации собственных проектов и в случае необходимости использовать резерв для пополнения кадрового состава возглавляемой ими организации.
Хорошо, и у нас заканчивается, как мне подсказывает время. Я предлагаю пообщаться с, в данном случае, последним представителем кадрового резерва 15-18 годов. Он сейчас работает в администрации Усть-Комского района. Если быть точным, он заместитель руководителя администрации. Его зовут Василий Бадин. Василий Витальевич, здравствуйте. Скажите, чем вы занимались до кадрового резерва? До кадрового резерва я был директором лесхоза в поселке Зимстан, Крупский лесхоз. Наша организация занималась охраной, защитой и воспроизводством лесов. Угу. То есть вид деятельности необходимый, и я думаю, что достаточно в профессиональном смысле хорошо оплачиваемый даже. Да, вот ваши ожидания оправдались от карьерного роста? В кадровом резерве на тот момент я уже состоял где-то порядка 1 года. Поступая в кадровый резерв, я, конечно, ожидал, что мне будет предложена какая-то более интересная работа, более ответственная, где шире будет направление деятельности. Вот. И спустя год нахождения в резерве у меня такая возможность предоставилась. Угу. То есть буквально через год. Ну и последний, наверное, вопрос. Что вы можете посоветовать людям, которые только что, возможно, решили принять участие в этом конкурсе? Будущим участникам конкурса я хочу посоветовать верить в свои силы, обязательно стараться проявить себя и свою многогранность в знаниях во всех сферах, которые они имеют, не стесняться и принимать участие. И пожелаю больших успехов и всех свершений. Здорово. Ну, у нас совсем времени категорически не осталось, уважаемые гости. Буквально несколько слов, пожеланий тем, кто, возможно, скоро будет работать с вами и победит в этом конкурсе. Если вы смелый, ответственный, опытный управленец, вступайте в команду республики. Ну, я бы пожелал участникам конкурса, который проводится сейчас, поверить в свои силы, не откладывать заполнение анкеты и заявления на потом, ну и начать строить свою судьбу уже сейчас. Как мне кажется, мы рассказали детально о конкурсе региональном команды Республики Коми, поэтому, уважаемые зрители, если вы чувствуете силы в том, что можете не только включиться в этот резерв, но и действительно помочь практически нашей республике развиваться дальнейшем в нужном русле, то непосредственно обязательно принимайте участие в этом конкурсе. И оставайтесь, разумеется, на Юркане. Всего доброго.